Рядом с министром по внешним связям, национальной политики, печати информации Чеченской Республики Шамсаилом Саралиевым сидит лидер движения против нелегальной миграции Александр Белов. За рулем глава Высшего национального совета этнополитического движения «Русские» Дмитрий Демушкин. Они пребывают в республике уже несколько дней. Судя по разговорам и шуткам, вполне освоились на чеченской земле. Да, здорово. Подумываю на приобретение недвижимости в горах. Я здесь просто себя лучше чувствую, у меня в городе аллергия. Горы, реки, чеченские национальные башни. Гости осматривают достопримечательности и фотографируются на фоне природы. Все выглядит как обычная туристическая прогулка. Правда, для тех, кто хоть немного знает этих людей, такая картина может стать, мягко говоря, шокирующей. Лидеры русских националистических группировок, организаторы множества массовых акций против людей других национальностей, которые нередко заканчивались погромами. Особенно остро всегда стоял вопрос о кавказцах. Русские националисты часто появлялись в различных СМИ и никогда не допускали возможности дружбы Кавказа и остальной России. Лидеры националистических группировок приглашены в Чеченскую Республику по поручению Рамзана Кадырова. Хорошая возможность, как говорится, увидеть все своими глазами. Гостям много рассказывают о республике и о чеченцах. Хлебосольные столы и теплая атмосфера общения. При этом беседу вполне можно назвать приятельской. Прогулки проходят как днем, так и в вечернее время. Здесь же и председатель парламента Дукувах Абдурахманов. Трудности здесь, в том свете легче. Так можно понять. Воспоминания слова по погибшим. Гости также получают возможность принять участие в общественной жизни республики. Встреча депутатов парламента с жителями селения Ингилюрт, то есть прямой диалог власти и общества. Здесь Дмитрий Демушкин, уже как участник встречи, поделился своими новыми впечатлениями о Чеченской Республике. Нас вез таксист по национальности грузин. И когда мы ему сказали, что мы едем в Чеченскую Республику в Грозный, он с нами попрощался. Он говорит, вы оттуда не вернетесь. Хотя, объехав с четверга, вот мы побывали и в Шато, и в Ведено, и в других населенных, мы объехали практически, большую, часть Чеченской Республики. Я вам скажу, что, наверное, здесь на сегодня более спокойно, чем в Москве. Селение Ведучи Тумкалинского района – одно из самых красивых и живописных мест Чеченской Республики. Здесь министр по внешним связям, национальной политики, печати информации Шамсаил Саралиев, мэр Грозного Муслим Хучиев, начальник полиции республики Апси Алаудинов. Свежий воздух, кавказский стол и вполне уже дружеское общение. Можно сказать, отношение между русскими националистами и чеченцами добралось до высокогорья. Любовь к своей нации, к своему народу, к своей культуре, менталитету, самобытности. Если вы не цените, не уважаете и не любите свою нацию, как же вы будете уважать других? Если вам на свою даже наплевать, то вы других вообще не будете воспринимать. Естественно, если мы боремся за свою нацию, за свой народ, как мы можем другим отказать в этом праве? Дмитрий Демушкин признается, ожидаемое увидеть здесь и увиденное небо и земля. Человек, готовый, по его же словам, не задумываясь, отдать жизнь за свою родину, говорит, что России необходимы такие лидеры, как Рамзан Кадыров. Что убивает мой народ? Пьянство, наркомания. Разлагает мой народ. Дом-2, Comedy Club, аншлаг. Так все вот здесь, то, что я вижу, здесь идет сражение с алкоголизмом и с алкоголем. Я не видел молодежи с пивом и с коктейлями, которая ходит и пьет. Я видел чистый город, который отстроен, строится. Я вижу, что те объекты, которые здесь сдаются, они в 10 раз дешевле, чем те же объекты в Москве и в Питере. Я вижу, что здесь нету отката в 80% за строительство дорог, которые забираются. Я не сомневаюсь, что здесь 5 раз за полгода одну дорогу не строят. Ну так, собственно, если это так, то, конечно, опыт вот этот вот, и нам в России тоже нужен хозяин. Нужны лидеры в регионах, которые способны поменять эту ситуацию. Мнение, конечно, Чеченской Республики поменялось существенно для меня. Когда я туда ехал, и у меня у самого в том информационном поле, в котором я существовал, были определенные опасения. Я думал, что все-таки здесь довольно-таки опасно. Не говоря уже про людей, которые
искренне советовали нам сюда не поезжать. И на самом деле мы увидели, что все спокойно. Жизнь действительно здесь налаживается. Я сам выбирал в те места, которые я хочу съездить. То есть нам не говорили, что мы сейчас поедем туда, туда. То есть мы объехали от границы Дагестана до границы с Ингушетией. Вот сейчас на границе недалеко от Грузии находимся. То есть объехали практически всю Чечню. Мнение здесь одно. Война с применением оружия окончена. Война информационная в самом разгаре. Участие в ней уже готовы принимать так называемые националисты. Причем как на стороне России, так и на стороне Чеченской Республики. Что, как здесь отмечалось, одно и то же. То есть битва ведется за целостность страны. Если мы возьмем начало военной кампании, да и в общем 2 войн, мы видели, что постоянно идут нападки на Чеченскую Республику, на чеченский народ. Обвиняли там, что у нас бандиты, бандформирование. Да, это было где-то обосновано, потому что преступники, лидеры тех банд подполья, которые творили здесь зло над чеченцами, над гражданами Российской Федерации, они производили только зло. И были нападки. Но когда пришел к власти наш первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров, после его дел мы сломали хребет именно этому бандитизму и терроризму. И сегодня, когда это дело, благое дело, перенял его сын Рамзан Ахмадович Кадыров и поставил точку, разгромил бандитов, уничтожил все банд подполья и людям дал мирную жизнь, отстроил города, отстроил районы, поселения, дал надежду людям на новую жизнь. И казалось бы, ну все, вот, ну все отлично, ну все, вот спасибо, этот опыт, великий опыт, это чудо чеченское. А нет, находятся силы, а это силы партии войны, которые через Басаевых, Удуговых, бандитов Умаровых не смогли здесь закончить свои дела, они сегодня начали новую истерию. Я еще раз подчеркиваю, казалось бы, когда у нас мир, стабильность, республика расцветает и дает пример всей стране, то появилась новая волна информационной войны. Теперь эти же люди, то есть эти же хозяева Басаев сегодня фанатируют молодежь России, русских, настраивая эту молодежь против Чеченской Республики, против Кавказа, под лозунгами, что вот все воруется, что все поглощает Кавказ, что поедает Россию именно кавказские регионы. На самом деле это неправда, а это искусственно созданная ложь, целью которой является набрать огромное количество русской молодежи, и чтобы русский народ заявил, что нам Кавказ не нужен. То есть цель разрушить Российскую Федерацию. Как только Кавказ или Северный Кавказ, или республика наша, чеченская, Дагестан, объявит о своей независимости, по принципу домино вся страна рухнет. Вся страна рухнет. И в лучшем случае русским и русскому народу останется Москва, Московская область и Золотое кольцо. И, конечно, ни один человек, гражданин России, тем более русский, не хотят этого. Но они сами того не понимая, они попадают под влияние, искусственного влияния определенной партии войны для того, чтобы вот посеять эту смуту заново. И я вам скажу, что волну они набирали огромную, настолько огромную, что уже миллионы человек задумываются об этом вопросе. Поэтому по поручению и главы Чеченской Республики мы пригласили этих людей. Это националисты, это люди, которые любят свою страну, свой народ, свой язык, свою культуру, свои обычаи. И сказали: посмотрите, вот мы сегодня живем в Чеченской Республике вот таким образом. Вот глава Чеченской Республики делает это. Посмотрите, мы из фазы восстановления перешли уже давно в фазу развития. И когда люди уже сами своими глазами впервые приехали и увидели, они говорят, что им, русским, нужен такой лидер, как Рамзан Кадыров. То есть это говорит о том, что они видят, что мы здесь не грабим, не воруем, а что на каждый рубль, каждая инвестиция у нас оседает в асфальт, в дороги, в дома, в больницы, школы, мосты и так далее.
народ. И они поражены тем, какого уровня у нас развития. Они поражены тем, что мы сегодня не пытаемся это демонстрировать там наигранно, а показываем, как есть все. Любую точку нашей республики они уже проехали, посмотрели. И вы знаете, подтверждением всей этой работы, самое главное, это с помощью Аллаха, конечно, это мы нашли у них понимание того, что они, ошибались, они сегодня будут нашими союзниками в том, чтобы объяснить той молодежи, тем обманутым лицам, людям о том, что здесь не так, как они думают и им показывают партия войны. И еще один момент. Несколько слов о партии войны. Мы знаем сегодня, как эту черную пропаганду организовали. И мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, кто специально стоит за убийствами, за преступлениями и за отводом, громоотвод, это Чеченская республика. Да? То есть на нас показывают пальцем, это определенная группа людей, которая объединилась для того, чтобы продолжить те идеи и задачи, которые они смогли через Басаева, Хаттаба, а теперь через уже русский народ. Война с боевиками – это еще далеко не конец. Главная война, и тоже такая будет, которая эти годы, это информационная война. Чтобы показать, что в Чечню можно ехать отдыхать, что здесь можно жить, что здесь не стреляют, не убивают каждый день. Получили гости достаточную дозу адреналина, но за такие острые ощущения туристы бывают готовы серьезно раскошелиться. Спуск к горной реке после ливня, а в некоторых местах эту реку приходилось переезжать. Рыбалки, правда, не было, зато фотографий хватит не на один фотоальбом. Кое-кто из гостей даже искупался. Такие вот неожиданно приятные впечатления оставила Чеченская республика у своих гостей.